Евгений Тихонов по профессии учитель истории и обществознания. Свою педагогическую деятельность начал в 2003 году. Сначала был учителем в Амгинском улусе, после этого работал в системе МВД старшим инспектором по делам несовершеннолетних в Амгинском и Верхневилюйском улусах. В детском доме Евгений работает уже 10 лет. Многие его воспитанники сейчас студенты, некоторые уже работают, обзавелись семьями. По сей день он прилагает большие усилия, чтобы ребята стали достойными членами общества. У нас в учебный период с детьми у нас не как в семье, чуть-чуть у нас утром просыпаемся, сделаем зарядку, уборку, после этого завтракаем и готовимся в школу, да? После школы дети приходят, обедают, 1 час у них, личное, да, дети уроки делают, еще на музыке, спорт, кружки, секции обязательно. Вечером с детьми разговариваем, как провели день, и нам рассказывают, что у них день был хороший, занимались в секции, в кружках, познакомились с друзьями, ходили, гуляли, еще, вот так вот. Потом вечером в спортзале у нас разминка, у нас Федор Станиславович физрук занимается с детьми, у нас дети-инвалиды даже есть, адаптивный спорт, например. И волейбол, баскетбол, футбол играем. Воспитатели обязательно должны принимать участие в каждом мероприятии, где наши дети занимаются. И контролируем в школе домашние задания. Обязательно связь со школой должна быть с ребенком. С классным руководителем, воспитательным завучем, с психологом и так далее. На родительские собрания обязательно ходим. Как родители там мы обязательно записываем, какие замечания есть, как учится ребенок. Обязательно, как родители, мы всегда ходим на родительские собрания. С классным руководителем общая у нас специально отдельно отведенная тетрадь есть, и там мы записываем, какие есть замечания, как ребенок учится, что делает в школе, какие у него обязанности в классе и так далее. Активно ли он учится, хорошо ли, какие у них запоздалости в каких-нибудь предметах. Я как учитель истории обязательно детям помогаю по истории, русскому языку, обществознанию и так далее. У каждого ребенка по отдельности есть летняя занятость, чем он будет этим летом заниматься, что делать. Например, возьмем Маркова Маркела, он у нас выпускник 11 класса, и поэтому у него майские это учебные занятия, консультации, сдача ЕГЭ, последний звонок. В июне месяце, например, у него абитуриент, пересдача, если он не сдал, да, и банкет. В июле тоже абитуриент и кружок Когун у нас есть. Летом мы обязательно, все мальчики едут на сенокос. Это в июле месяце. Село Тамалакан, ответственный Федор Станиславович, учитель физкультуры. Евгений очень творческий человек. Пишет музыку и песни, играет на гитаре и приобщает детей к прекрасному. Например, в конце месяца он с воспитанницей Женей собирается участвовать в конкурсе песен, где соревнуются команды «Родитель и ребенок». Вот так с каждым воспитанником этого центра строятся семейные узы. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, а
В детском доме семейного типа развивают детей очень разносторонне, будь то готовка, настольные игры, культурные мероприятия, занятия спортом. И в каждом из них воспитатель подает детям пример. К детям он относится с добротой, и все его тоже уважают, он всех уважает. Мы его вот, в своем круге зовем просто Евгений, либо батя. Мне здесь нравится то, что здесь спокойно. Вот. Например, вот в городе там вообще днем и ночью машины, да? А вот здесь спокойно, все тихо. Сам идешь в школу, сам приходишь со школы. Все нормально общаются и так далее. Евгений Тихонов часто выступает на разных концертах, которые проходят в Улусе, и недавно состоялся его сольный авторский концерт. Также свои клипы с песнями он отправляет на конкурсы, и в эти дни он вышел в финал песенного конкурса «Наследники Победы». Научился играть на гитаре в 9 классе и начал петь. В студенческие годы в армии всегда пел на конкурсах. Основное, мои любимые направления — это бардовские песни, шансон и патриотические песни. Очень-очень люблю военных лет. Особенно мне нравится Юрий Висбор, Булат Акуджава, Владимир Высоцкий. Вот их песни я пою. Всегда пою друзьям. Иногда выступаю на конкурсах, на концертах. Занимаю это хорошие места, лауреатом становлюсь по району, по республике. У меня есть друг, участник специальной военной операции. Он сейчас находится там. И я для него на день рождения сочинил песню. Песня о друге с детства, как мы играли, войнушку играли с ним, как в школу вместе ходили, играли. И вот про эту песню, про его судьбу, про нашу судьбу, про пионеров. Вот мы сняли клип и до сих пор поем эту песню. По традиции мы все, народы Саха, любим охотиться, рыбачить. И в свободное время тоже с друзьями ходим на природу. Я вот с гитарой никогда не расстаюсь, на природу выйдем, обязательно поохотимся, порыбачим. В вечернее время у костра можем спеть песни на якутском языке, на русском языке. Друзья всегда радуются, когда я с гитарой вместе с ними хожу на природу. Черпая из музыки вдохновение, Евгений привносит в этот мир больше света и добра. Плавля шорох и легавая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло, опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разжирели утки осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий. Поохочусь с ветерком по нотам, прокачусь и сыграю. Если я еще на что-то годен, и спою вам, если я еще на что-нибудь гожусь. Я помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Не жалею, что живу я часто, как придется. Только знаю, что когда-нибудь в один из дней
вернется, обязательно опять вернется. И погода, и надежда, и тепло друзей. Так поскучаем, чтобы радостней была минута нашей встречи, она еще не за горой. И весною из полета возвратятся утки, стосковавшись по родным озерам с голубой водой. Я помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Как когда-то за лисой гонялся быстрый кречет, так и ныне он свою добычу сторожит. Не прощаюсь, говорю я вам, до новой встречи. Все вернется, а вернется, значит будем жить. Я помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Летать так летать, я им помашу рукой.